Папа, Папа, деда. вода, Вот Д букву у меня не поставлена. Деда. Привет. Но все равно он меня услышал. Он пытается повторить. Впервые за 2 месяца Абдулмалик произносит вслух самые родные сердцу слова. Мама еле сдерживает слезы. После истечения срока эксплуатации предыдущего слухового аппарата мальчик все это время верил и ждал возможности, что произойдет чудо, дорогостоящий, современный и, как говорят сурдологи, один из самых лучших на рынке слуховых аппаратов. Ему приобрели по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Мама особенного ребенка не может подобрать слова, чтобы выразить свою благодарность. Ведь сейчас Абдулмалик слышит, а значит сможет и дальше развивать свою речь. Аппарат до этого на остал даже и я его дорогой, он халхи на ждикер благодарил, что их каждые 5 лет менять надо, же детали знаешь, он не слышит разборчивость, там глубокие потери 4-й степени тоже. Ханцы что через знакомых под чай, что обратиться для же щебот портот дает ждах, информации даю уже заниматься даже салыш. Почему всех на остал дыртом благодарил. Абдулмалик в детстве перенес кровоизлияние в мозг. Ребенок страдает таким сложным диагнозом, как детский церебральный паралич. Самостоятельно ходить мальчик начал только к 4 годам. Изначально для мамы заключение медиков звучало как приговор, но женщина не сдавалась. Современная медицина и материнская поддержка намного улучшили состояние ребенка. Новый препарат, который приобрели мальчику, стоит почти 500 тысяч рублей. Его настроили, и он успешно функционирует. По диагнозу у него тугоухость 4-й степени с остаточным слухом. Как раз для его диагноза это идеальный аппарат, просто идеальный, так как мальчику нужна была операция кохлеарной имплантации, там буквально ничего нету, остаточный слух, глубокая потеря слуха. Но из-за того, что у него сопутствующих масса заболеваний, приобрели для мальчика эти вот эксиды первые UP, сверхмощные. Они как бы считаются одними из лучших аппаратов на сегодняшний день в мире. Конечно, и не каждому по силам их приобрести. Аппарат не только поддерживает слух, но и играет лечебную роль. Научиться говорить, не имея слуха, для ребенка практически невозможно. Поэтому с установлением прибора появился еще один шанс улучшить состояние Абдулмалика. Он забывает речь, он же не слышит. Естественно, он забывает и начинает плохо выговаривать. Это все для него. Это снижение когнитивных функций, это та малая доля, которую добился педагог. За то время, когда он не носит аппараты, у него все уходит назад. Он должен каждый день носить. Ну, естественно, мы настраиваем, потом техническое сопровождение. Все это у нас с нашей стороны, конечно, делается. Это и будут они получать от нас. Вот. Он же после настройки в аппаратах слышит. Впереди у Абдулмалика занятия с логопедом и сурдологом. Самое главное, что слуховой аппарат появился. А дальше работа по восстановлению упущенного времени. Рида Цичуева, Мухаммад Индиев, Магаз 24.